Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Евгений Викторович Поляков. Я являюсь методистом лаборатории развития этнокультурного образования и автором-разработчиком курса «Край, в котором я живу». Вначале хочу вас поздравить с началом учебного года и хочу поблагодарить вас за проявленный интерес к учебному курсу «Край, в котором я живу». На этой неделе у нас пройдет два вебинара. Значит, на первом сегодняшнем вебинаре мы с вами поговорим о отдельных технологиях работы с объектами историко-культурного наследия региона в рамках учебного курса «Край, в котором я живу». Узнаем, что такое культурное наследие, какие существуют классификации культурного наследия, какие функции выполняет культурное наследие. И я вас познакомлю с очень эффективной, интересной технологией, которая называется образ и мысль, которую можно также применять, можно и нужно применять в рамках краеведческого курса. Напоминаю вам, что на этой неделе будет два вебинара. Первый сегодня и второй вебинар будет 12 июня, то есть в среду, в это же время, в 3 часа. На втором вебинаре мы с вами поговорим о методике, о методических рекомендациях к учебному пособию «Край, в котором я живу», 2 класс. Так, вначале я предлагаю вам разобраться, что такое культурное наследие. Известный ученый-культуролог Элиазар Александрович Байлер, он называл культурное наследие как совокупность доставшихся человечеству от прошлых эпох культурных ценностей, критически осваиваемых, развиваемых и используемых в соответствии с конкретно историческими задачами современности. Но в чем принципиальная разница между памятником культуры и объектом культурного наследия? Вот взгляните, пожалуйста, на эту фотографию. Является ли это здание памятником культурного наследия? Наверное, нет, да? Поскольку это здание не имеет ценности и не может быть памятником. А может ли это здание быть объектом культурного наследия? Да, это здание, которое в народе получило название «Хрущевка», действительно может рассказать о социально-экономическом укладе, бытии СССР в 70-е годы. Здание как след, оставленный предыдущими поколениями. Поэтому это здание действительно является объектом культурного наследия определенного периода в истории нашей страны. Вот у меня был интересный случай. Одна учительница сказала, вот я действительно живу, получается, в объекте культурного наследия. Ну, в действительности так, наверное, и есть. А вот рассмотрите внимательно этот памятник, это здание. Является ли это здание памятником истории культуры? Действительно, это здание уже является не просто объектом историко-культурного наследия, но это здание является еще и памятником историко-культурного наследия, потому что это здание имеет историческую ценность, культурную ценность. И таким образом это здание действительно является памятником. Да? Как вы, наверное, догадались, это здание сейчас является Национальной галереей Республики Коми. Раньше в этом здании располагалось Сысольское духовное училище. Таким образом,
Памятник культуры в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО по вопросам охраны мирового культурного и природного наследия – это произведение архитектуры, монументальной скульптуры, живописи, которые имеют выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или науки. Однако помимо памятников материального культурного наследия, существуют памятники нематериального культурного наследия. В 2003 году на 32-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже была принята конвенция по вопросам охраны нематериального культурного наследия. Этот документ стал дополнением к существующей конвенции ЮНЕСКО по вопросам охраны мирового культурного и природного наследия. Итак, в новой конвенции к памятникам нематериального культурного наследия относились следующие области. Это устные традиции и формы выражений, это исполнительное искусство, то есть это вокальная инструментальная музыка, театр, танец, музыкальные инструменты, обычаи, обряды, празднества, знания и обычаи, относящиеся к природе и Вселенной, а также знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами. Сохранение культурного наследия является одной из важных государственных задач. С этой целью были разработаны реестры списки объектов культурного наследия, подлежащих охране на государственном и региональном уровнях. Республика Коми имеет богатую историю. Особую важность представляет собой сохранение и изучение культурного наследия республики. Все объекты материального культурного наследия Республики Коми подразделяются на объекты федерального и регионального значения. В реестре памятников природного и культурного наследия федерального значения насчитывается 68 памятников. Давайте рассмотрим наиболее значимые из этих памятников. Я повторюсь, федерального значения. В первую очередь это Александринская женская гимназия, которая располагается в городе Сыктывкаре. Кажинский чугунолитейный завод, Кайгородский район, поселок Кажин. Шойно-Тыский комплекс памятников, Каркировский район. Сереговский солеваренный завод, Княжпогорский район, село Серегово. Северо-Екатерининский канал, Усть-Коломский район. А также первая нефтескважина в России, это город Ухта в районе поселка Водный. Перечень объектов культурного наследия регионального значения насчитывает гораздо больше памятников. То есть, если федеральное значение это всего 68 памятников, то региональное значение у нас насчитывается около 170 единиц. Они представляют собой памятники истории, монументального искусства, градостроительства и архитектуры. Объекты культурного наследия регионального значения расположены на территории Республики Коми в городах Сыктывкар, Воркута, Вуктыл, Инта, Печора, Сосногорск, Усинск, Ухта, районах Княжпогорский, Кайгородский, Каркировский, Прилуцкий, Сыктывдинский, Сысольский, Троицко-Печорский, Удровский, Усть-Лынский, Усть-Коломский, Усть-Сыльский. То есть во всех городах и во всех районах присутствуют памятники региональных значений. В Республике Коми сохранились объекты нематериального культурного наследия. Регион богат народными традициями, праздниками, фольклором, легендами. В реестре объектов нематериального культурного наследия Российской Федерации числится 14 памятников нематериального культурного наследия Республики Коми. Давайте рассмотрим наиболее значимые. В первую очередь это республиканский фольклорный праздник Усть-Илимская горка. Это Усть-Илимский район. Рождественские игрища села Прокопьевка, Прилуцкий район. Праздник Святой Параскевы Пятницы, Удорский район, деревня Кривое. Ижма-Колвинский эпос, Усинский район. Традиция ансамблевых многоствольных флейт села Черныш,
прилузки рода, промысловые традиции народа Коми, родовые знаки Коми, пасы, технологии изготовления традиционного уссыльмского праздничного женского костюма, народная медицина Коми, удорская пляска, народный праздник Лут, Ижемский район, традиция росписи Пижемской ложки, Уссыльмский район, и традиция вычегодской росписи по дереву. Культурное наследие является не просто украшением, а обладает значительными образовательными и воспитательными функциями. Давайте рассмотрим 3 важнейшие функции культурного наследия. Первая функция – это информационная. Информационная, или еще называют эту функцию информационно-образовательной. Задача культурного наследия – это передача какой-то информации. Например, рассмотрим мемориальный комплекс Аллея Славы. Аллея Славы расположен в городе Сыктывкаре на улице Коммунистической. Вот что можно узнать, изучая этот памятник? Рассмотрите внимательно. Прежде всего, можно узнать, кто из наших земляков сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Да? Как может, предположим, школьник узнать про это? Рассмотрев мемориальные плиты. Также центральной композицией мемориального комплекса является памятник «Вечная слава». Что может узнать школьник, изучая вот именно этот памятник? Прежде всего, памятник представляет собой скульптуру 3 женщин. В центре это жена солдата. Справа это мать солдата. Слева это дочь солдата. И на лицах 3 женщин можно прочитать глубокую скорбь по потере родного человека, невосполнимую утрату своего близкого. То есть таким образом данный памятник он дает действительно очень имеет большое образовательное значение для младшего школьника, прежде всего потому, что учащийся узнает о всей трагедии войны. Действительно могут узнать о героях войны, о солдатах, да, и представить, какую невосполнимую утрату принесла война для Коми-края. Следующая функция культурного наследия – это аксиологическая функция. Аксиология – это наука о ценности. То есть получается аксиологическая функция, или еще можно назвать ее ценностной функцией. То есть эта функция ориентирует личность и общество в мире ценностей. То есть формирует и расширяет представление младших школьников об идеалах, нормах, правилах. Именно культурное наследие дает возможность помнить и почитать людей прошлого. И таким образом связывать себя с историей своего родного края. Вот, например, да, напротив памятника мемориала «Вечная слава» находится еще один памятник, который называется «Скорбящий воин». Данный памятник он посвящен воинам, погибшим в локальных войнах. Вот рассмотрите внимательно эту скульптуру. Скульптура изображает воина, присевшего отдохнуть после боя. Солдат склонил голову, опустил руки на колени, о чем-то думает. О погибших однополчанах, о цене жизни и смерти, о родных и близких. Какими же ценностными ориентирами обладает этот памятник? Давайте подумаем. Прежде всего, это ориентиры,
жизни как ценности, мира как ценности. Да? Хорошо. Следующая функция культурного наследия – это коммуникативная функция. Данная функция предполагает обмен и взаимодействие всех участников образовательного, даже не совсем образовательного, а культурно-образовательного процесса. Изучая какой-либо памятник, произведение искусства, можно узнать информацию путем расшифровки информации, скрытой в изучаемом объекте, на основе диалога, общения. Вот, к примеру, вот перед вами фотография одного из самых удивительных, необычных памятников России. Это памятник комару-нефтянику, который не так давно установили в городе Усинске. Так, при осмотре скульптуры младшим школьникам можно задать следующий вопрос. Почему памятник этому насекомому был установлен именно в городе Усинске? И почему памятник получил название комар-нефтяник? И какие детали скульптуры позволяют подтвердить этот факт? Вот давайте попробуем ответить на эти вопросы. Да? Ну, значение установки скульптуры именно в городе Усинске объяснимо тем, что Усинский район расположен как на территории тундры, комары в здешних местах являются полноправными хозяевами. А также это объясняется тем, что название памятника комару-нефтянику объясняется тем, что Усинск – это город нефтяников, поэтому комар изображается в образе нефтяника. Да? Если мы детально рассмотрим эту скульптуру, то видно, что на голове у комара защитная каска, очки и так далее. То есть можно, в принципе, провести такую некоторую аналогию с нефтяниками. Так, хорошо. В тематическом содержании программы «Край, в котором я живу», учащиеся знакомятся с историко-культурным и природным наследием Республики Коми. Если вы посмотрите содержание программы учебного курса «Край, в котором я живу», то можете увидеть, что в первом классе дети изучают традиционные жилые постройки коми народа, традиционные средства передвижения, знакомятся также с нематериальным культурным наследием коми народа. Это знакомство с ремеслами, знакомство с орнаментом, с музыкальным инструментом. Во втором классе учащиеся знакомятся с памятниками своего населенного пункта. В третьем классе происходит знакомство младших школьников с некоторыми археологическими памятниками Республики Коми, а также памятниками историко-культурного наследия Республики Коми. Это Ульяновский монастырь. Также знакомятся с памятниками природы, регионального значения. В четвертом классе действительно очень много тем посвящено знакомству с памятниками историко-культурного и природного наследия Республики Коми. В частности, учащиеся знакомятся с памятниками природы федерального значения. Это Юго-2, это Печора-Илочский биосферный заповедник. Также знакомятся с памятниками историко-культурного наследия федерального значения. Такие памятники, как Сереговский солеваренный завод, Кажемский чугунолитейный завод, а также знакомиться с экспонатами Национального музея Республики Коми. И в четвертом классе происходит знакомство младших школьников с памятниками нематериального культурного наследия Республики Коми. В частности,
Это народные праздники Луд, Ишимский район, и Уссурийская горка. Таким образом, культурное наследие действительно обладает огромным педагогическим потенциалом в воспитательной работе учителя-краеведа. И действительно существует очень много технологий, педагогических технологий для изучения и освоения историков, объектов и памятников историко-культурного наследия. К таким технологиям можно отнести музейные занятия, культурно-образовательные проекты, образовательные путешествия, театральные экскурсии и так далее. Но сегодня я хочу вам предложить рассмотреть одну, на мой взгляд, очень интересную педагогическую технологию, которую учитель-практик может использовать в рамках курса «Край», в котором я живу. Технология это называется образ и мысль. Данная технология была разработана научными сотрудниками Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Любовь Максимовной Ванюшкиной, Александрой Соколовой, Леонидом Копыловым. И технология эта была разработана для категории начинающий зритель. И как раз была адресована младшим школьникам. На самом деле эту технологию в Санкт-Петербурге активно применяли именно в предмете краеведения. Итак, в чем суть данной технологии? Данная технология направлена на развитие творческих способностей и визуального восприятия личности. Она не ставит задачу передать конкретные знания об изучаемом объекте. Главная задача данной технологии – это развитие личностного отношения школьника к окружающему миру, которое происходит под воздействием общения с историко-культурным наследием. Весь процесс работы представляет собой рассматривание и обсуждение изображений памятников и объектов культурного наследия. К памятникам и объектов и объекты культурного наследия могут быть многообразными, такие как картины художников, именно местных художников, скульптуры, памятники монументального искусства, фотографии старинных зданий, построек, которые могут проецироваться на большой экран или интерактивную доску. Также подчеркну, что рассматривание может происходить не только как рассматривание фотографий, но и ученики могут рассматривать памятники культурного наследия вживую, посредством посещения музеев и различных выездных экскурсий. Первое условие для реализации данной технологии образ и мысль является то, что если происходит знакомство с памятниками не вживую, а через фотографии, то прежде всего необходимо учитывать технические требования. То есть выборка исследуемых объектов культурного наследия должна быть очень тщательная. Изображение памятников должно быть очень четкое, должно иметь хорошее разрешение. Это первое. Второе условие реализации данной технологии является то, что не каждый, повторюсь, не каждый объект или памятник культурного наследия можно использовать в рамках реализации данной технологии. Прежде всего, чтобы сделать выборку необходимых памятников для рассмотрения, нужно учитывать 3 критерия. Первый критерий – это многообразие.
То есть в качестве объектов для изучения могут быть копии произведений изобразительного искусства, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства. И желательно, чтобы часть произведений находилась на экспозициях города, региона и так далее, чтобы учащиеся потом с родителями или с учителем смогли посетить выставку и вживую увидеть данную картину или вживую увидеть скульптуру, памятник и так далее. Второе условие – это многозначность. Что означает это условие? То есть зрительные образы должны быть неоднозначными для понимания. То есть объекты культурного наследия должны допускать множественность разнообразных мнений школьников при исследовании одного и того же памятника культуры. То есть таким образом у младшего школьника будет развиваться фантазия, воображение. Ну и третье условие – это памятники, произведения искусства должны быть доступны для понимания младшего школьника. То есть, конечно, нельзя для младшего школьника показывать произведения современного искусства. Да? То есть, действительно, не каждый, даже взрослый, может понять смысл того или иного памятника современного искусства, не говоря уже о младших школьниках. Да? Хорошо. Ну, давайте рассмотрим саму технологию и как она реализуется. Ну, прежде всего, хочу сказать, что в начале занятия учитель не дает предварительной информации об изучаемом объекте культурного наследия. Почему не дает информацию? Ну, прежде всего, это связано с тем, что дополнительная информация, то есть автор, время, история создания произведения, дает готовые ответы и дает готовые выводы. То есть часто бывает такое, что дети с учителем пошли на экскурсию в краеведческий музей. И там музейный работник без предложения рассмотреть экспонаты сразу же начинает рассказывать о том или ином музейном экспонате, начинает рассказывать историю, начинает рассказывать о том, что символизирует данная музейная вещь. Да? И тем самым у ребенка пропадает всякий интерес к этой вещи музейной. Да? То есть получается так, что музейный работник или учитель дает готовую информацию. Данная же технология, она идет от обратного. То есть получается, учитель не представляет, не дает информацию о изучаемом памятнике культурного наследия, а предлагает учащимся прежде всего смотреться в данное произведение. И после этого учащиеся должны внимательно рассмотреть данный памятник. Система работы с объектом культуры включает в себя три основных вопроса. Первый вопрос. Что вы видите? Данный вопрос является запускающим механизмом обсуждения и направлен на первоначальное знакомство с памятником культуры. Вопрос стимулирует внимательное рассматривание и определение того, что изображено. В качестве примера для подобного обсуждения можно привести работу коми-художника-скульптора Пылаева «Первопроходцы». При рассматривании скульптуры учащиеся подробно опишут, чем заняты рабочие, их одежду, инструменты,
позу, лица. В ходе обсуждения произведения учащимся могут быть предложены частные вопросы. Что еще вы видите? Кто-нибудь может что-то добавить? Вспомогательные вопросы способствуют более пристальному всматриванию в структуру, побуждают искать новые детали. Второй вопрос. Второй вопрос – это что здесь происходит? Учитель, задав этот вопрос, тем самым акцентирует младших школьников к осмыслению сюжета. То есть, если первый вопрос, что вы увидите, предполагает просто, задача его является просто побудить учащихся увидеть какие-то элементы картины, да, предположим, или элементы скульптуры, то вопрос, что здесь происходит, направлен на то, чтобы ученики осмыслили действия определенные, которые изобразил, предположим, художник, если в данном случае мы рассматриваем картину. В процессе обсуждения участники получают возможность не только констатировать то, что видят, но и устанавливать связи между деталями, предметами, персонажами. Ну вот пример. Да? Это картина Микушева. Мы помним художника Микушева «Строительство Северо-Печорской железнодорожной магистрали Заполярья». Так учащиеся при ответе на поставленный педагогом вопрос могут предположить, что строительство железнодорожной магистрали происходит зимой, в пургу, да, посмотрите, какой ветер, да, огромный. Это усложняет и без того тяжкий труд железнодорожников. Младшие школьники в процессе внимательного рассматривания могут увидеть детали. При укладке рельсов участвуют как взрослые, так и дети. По лицам тружеников можно разглядеть усталость. Таким образом, из версий и предположений учащиеся могут воссоздать то, что хотел рассказать произведение автора, его собственное видение мира. Ну и, наконец, третий вопрос. Третий вопрос следующий. Учитель спрашивает детей, что вы видите здесь такого, что позволяет вам так думать? Данный вопрос стимулирует поиск аргументов, позволяющих каждому младшему школьнику убедительно отстаивать ту или иную точку зрения относительно рассматриваемого объекта или памятника культуры. Вот картина известного художника Рима Николаевича Ермолина под названием «22 июня 1941 года». Учитель задает вопрос. Ребята, что вы видите здесь такого, что позволяет вам думать, что на картине изображена война? Учащиеся будут смотреть связь, да? Будут пытаться аргументировать, дать аргумент на данный вопрос. Ну, прежде всего, дети могут обратить внимание на непогоду, сгущающуюся тучи, да? Непогода, как символ начала войны. Кроме этого, символ войны является уход односельчан на фронт. Еще один символ войны, да, является горечь расставания. Кто-то назовет символом начала войны это изображение недостроенного дома. Да? Всего 4 венца сделал мастер
сделал хозяин дома, и после этого его призвали на фронт. Да? То есть символ недостроенного дома как символ прерванной мирной жизни получается. Да? То есть это достаточно картина очень сильная для восприятия зрителя, юного зрителя. Таким образом, весь комплекс вопросов данной технологии направлен на организацию коллективной дискуссии, в ходе которой учащиеся могут высказать все, что они думают о том или ином памятнике культуры. Ну, сейчас я бы хотел с вами смоделировать такую ситуацию, чтобы мы приняли роль младших школьников и попытались сами ответить на три главных вопроса, да, данной технологии. Итак, перед вами картина. Я пока не буду говорить название этой картины, просто рассмотрите эту картину. Расскажите, что вы видите на картине. Ну, прежде всего, дети могут увидеть машины, дети, панельные дома. Вон вдали на заднем плане виднеется снегоуборочная машина. На переднем плане изображены гаражи. Кто-то ремонтирует машину. Прохожие спешат по своим делам. Хорошо. Первый вопрос. Второй вопрос. Что здесь происходит? То есть учащимся предлагается подумать, какое действие происходит на картине. Ну, прежде всего, дети играют на школьной площадке. Да? Вот, можно посмотреть на переднем плане. Взрослые ремонтируют машины и так далее. Что вы видите здесь такого, что позволяет вам думать, что на картине изображен микрорайон города? Достаточно сложный вопрос для учащихся. Но именно перечислив все действия, ученики могут предположить, что действительно это город, потому что все находится в движении. То есть видно, что это будни, то, что все спешат по своим делам. Кроме этого, что именно это город, говорит о том, что расположены пятиэтажные дома, да, с большой этажностью, машины, то есть происходит очень много действий. Ну, также в конце занятия можно дать задание составить рассказ по картине на тему «Жизнь города». Также еще раз я отмечу, что занятие с применением технологии «Образ и мысли» может проводиться за стенами образовательного учреждения и представлять работу с подлинниками, объектами и памятниками культурного наследия региона. Организация и технология работы с памятниками культуры схожа с вышеописанной интерактивной педагогической технологией. Ну, к сожалению, за весь сегодняшний вебинар я не смогу вам рассказать о других интересных педагогических технологиях, которые может использовать учитель начальных классов в рамках учебного курса «Край, в котором я живу». Но дело в том, что в ноябре мы планируем, Институт развития образования планирует проводить курсы переподготовки учителей начальных классов по краеведению. Но я еще раз уточню, если будет
набор желающих. И в рамках данного курса переподготовки учителя начальных классов узнают действительно о многих интересных технологиях, такие как выездные экскурсии, музейные занятия, культурно-образовательные проекты, образовательные путешествия. Наш вебинар подходит к концу, и я бы хотел еще раз сообщить вам некоторую информацию, что, еще раз уточню, еще раз вам скажу, что на этой неделе, в среду 12 июня, в это же время, в 3 часа состоится вебинар «Методические рекомендации по работе с учебным пособием «Край, в котором я живу» для 2 класса». Да, это пособие вышло не так давно. И я надеюсь, уже учителя видели это пособие, представляют, что из себя представляет это пособие. И в данном вебинаре мы коротко рассмотрим это пособие, рассмотрим условное обозначение в этом пособии, рассмотрим текстовый дидактический материал, наглядный дидактический материал, ну а также рассмотрим организацию работы с данным пособием. Напомню еще раз, что 21 сентября состоится очный семинар «Особенности реализации учебного курса «Край, в котором я живу» на уровне начального общего образования». Семинар буду проводить я совместно с Эльвирой Ивановной Поляковой, кандидатом педагогических наук, заслуженным работником Республики Коми, который является научным консультантом учебного курса «Край, в котором я живу». Также меня очень многие спрашивают, где можно будет приобрести программу курса «Край, в котором я живу». Но данная программа, она размещена на сайте «Открытое образование Республики Коми». То есть вы можете зайти через поисковые системы, набрать «Открытое образование Республики Коми». Там сразу вы увидите данный ресурс, действительно очень хороший сайт. И там с правой стороны будет вкладка. Там, если я не ошибаюсь, 5 вкладок, и в одной из них, в самом низу, есть такое название. УМК по предметам этнокультурной направленности. Да? Учебно-методические комплекты по предметам этнокультурной направленности. Заходите в эту вкладку, и там увидите другие вкладки, и там написано будет предметы этнокультурной направленности. Нажимаете, и далее будет учебный курс «Край, в котором я живу». Там как раз размещена программа в электронном варианте «Край, в котором я живу». А также уточню, что данная программа, она с изменениями, с доработками, в части названия тем, также изменение некоторых характеристик вида деятельности, и также представлены виды ученических проектов, которые могут реализовываться в рамках учебного курса «Край, в котором я живу». Ну, в принципе, я всю необходимую информацию такого организационного плана вам сообщил. Так что увидимся с вами в среду, где мы поговорим о учебном пособии «Край, в котором я живу» для 2 класса. Благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.
Удачи вам. До свидания.